Сегодня исполняется 15 лет со дня создания Северокавказского федерального округа, в состав которого вошли 7 регионов, в том числе и наша Ингушетия. 19 января 2010 года указом президента СКФО был выведен из состава Южного федерального. Его площадь всего 1% от всей территории страны. Население порядка 10 миллионов человек. Заместитель председателя правительства России Александр Новак поздравил жителей Северного Кавказа с 15-летием основания федерального округа. Он отметил, что президент и председатель правительства уделяют региону особое внимание. В последние годы наблюдается значительный рост социально-экономических показателей. Северный Кавказ – один из самых живописных регионов России. Он славится уникальным климатом, великолепной природой, богатейшим культурным и духовным наследием и, конечно же, радушием местных жителей. Значительное внимание развитию Северного Кавказа уделяется со стороны президента и председателя правительства России. В последние годы в регионе наблюдается значительный рост по целому ряду социально-экономических показателей. Успешно реализуются прорывные проекты в различных отраслях. В регионе обновляется инфраструктура, запускаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, развивается банковская система и сервисы, идет газификация населенных пунктов. Наблюдается стремительный рост туристической отрасли. Все это – результат командной работы федеральных и региональных властей, бизнеса и граждан. Всех, кто ежедневно трудится над тем, чтобы Северный Кавказ развивался и процветал. Желаю региону дальнейшего развития, а всем жителям Кавказа благополучия, крепкого здоровья и новых успехов на благо региона и всей страны. Полпред президента ВСКФО Юрий Чайка обратился к жителям округа. Цитата. «Уважаемые жители Северокавказского федерального округа, дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательной датой – 15-я годовщина образования СКФО. Объединив 7 братских субъектов Российского Кавказа в общем стремлении расширять и укреплять интеграционные процессы, поступательно улучшать уровень и качество жизни людей, Северокавказский федеральный округ стал одним из самых динамично развивающихся макрорегионов страны. Под руководством нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина жителям территории удалось добиться действительно впечатляющих результатов. Год от года большинство окружных показателей превышают среднероссийские значения. Показывает стабильную позитивную динамику индекс промышленного производства. За последние 15 лет в округе построено более 72 миллионов квадратных метров жилья. Кратно с 2010 года вырос объем производства продукции животноводства, скота и птицы, а также молока. Огромной популярностью пользуются курорты Северного Кавказа, инфраструктура которых приближается к мировым стандартам. Число коллективных средств размещения для туристов, санаториев и гостиниц с начала 2010 года увеличилось более чем в 3 раза. Благодаря принимаемым федеральным и региональным мерам растут показатели рынка труда. Численность занятых по округу увеличилась с более чем 3,5 миллионов до свыше 4,5 миллионов граждан, что в том числе свидетельствует об активном росте количества создаваемых рабочих мест. Уровень безработицы в СКФО по методологии МОД с января 2010 по ноябрь 2024 снизился вдвое с 16 до 8%. Уверен, впереди нас ждут только новые победы и достижения. Желаю всем, кто любит Северный Кавказ и кому не безразлично его будущее, здоровья, счастья, добра и удачи. Со знаменательным событием поздравил жителей СКФО в своем телеграм-канале и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата. «За этот сравнительно небольшой исторический период произошло множество позитивных изменений. Были решены сложные вопросы общественно-политического и социально-экономического характера. Расширилась стратегическая сфера для всех субъектов СКФО. Выражаю искреннюю признательность Юрию Чайке и администрации полномочного представителя президента Российской Федерации в СКФО за эти возможности, за постоянное внимание к вопросам развития Республики Ингушетия и поддержку в решении важнейших задач региона. Желаю всем успехов в развитии нашего округа, здоровья, мира и благополучия его жителям». Министерство культуры республики объявляет конкурс на лучший эскиз памятника участникам специальной военной операции. Принять участие в конкурсе может любой житель региона, независимо от возраста. Для этого нужно до 1 марта подать заявку. Также необходимо представить эскиз в печатном и электронном виде. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
3 премии правительства России по миллиону рублей каждая в 2025 году впервые вручат за достижения в области медицинской науки. Их будут присуждать по итогам конкурса, который объявят не позднее 1 марта. Награда будет присуждаться авторам и коллективам за достижения в 3 направлениях – биомедицинские технологии, нейротехнологии, превентивная и персонализированная медицина, в том числе регенеративная. Планируется, что конкурс будет проводиться в 2 этапа, а экспертизой работ займутся специалисты из числа видных ученых в области медицинской науки или ведущие организации соответствующего профиля. Охотоведы и егеря республики приступили к зимнему маршрутному учету диких животных и птиц, который ежегодно проводится с 15 января по 15 марта. Для выполнения своей задачи работникам охотучастков в этом году предстоит пройти около 109 маршрутов. Учет проводится по заранее определенным учетным маршрутам с одновременной записью параметров прохождения учетного маршрута. Такая работа позволяет получить точные данные о количестве косуль, кабанов, лисиц, зайцев, шакалов, а также таких птиц, как дикие голуби, фазаны, куропатки. На основе данных, полученных в ходе ЗМУ, планируются биотехнические мероприятия, оценивается необходимость проведения регулирования численности животных, устанавливаются объемы сезонной добычи и отслеживания популяции.